Пропагандировать здоровый образ жизни, сформировать устойчивый иммунитет к наркоагрессии, рассказать о мерах уголовной ответственности в области наркомании. Такие задачи перед собой поставили организаторы сегодняшней встречи. Имам Магаса Адам Миржоев напоминает, употребление запрещенных препаратов недопустимо религией. Тот, кто употребил наркотические вещества, он совершил огромный грех. Он последовал пути Иблиса. У него не будет приниматься молитва 40 дней. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. И если он умрет в это время, то он умрет подобно тому, кто умер до ислама, в невежестве. По итогам прошедшего года, как сообщается в Международной комиссии по наркополитике, в России число людей, которые употребляют наркотики, больше, чем в странах Восточной и Центральной Европы, а также Центральной Азии. Наркомания растет и в нашей республике. В наркодиспансере на учете состоят около 2000 человек. Только в столице Ингушетии есть 5 реабилитационных центров. Эти реабилитационные центры забиты и парнями, и девушками. И сами понимаете, в какое состояние должна прийти наша нация через определенное время, если у нас каждый год 200-300 прирост наркозависимых людей. Студенты понимают, что наркомания – это не просто вредная привычка, а серьезная болезнь. Они стараются соблюдать здоровый образ жизни, на первом месте учеба. Я считаю, что у человека должна быть цель, чтобы он не ступил неправильную дорогу пути жизни. Например, какие приоритеты у него должны быть? Может, учеба? Человек, допустим, он поставил себе цель, я хочу стать, работать в правоохранительных органах. Он начинает учиться, акцент больше делает на учебу, изучает читает различную литературу. Ему интересно все, что связано с его будущей профессией. И ему не интересно то, что не связано с его профессией, то, что будет его отвлекать, не играет никакую роль в дальнейшем развитии его жизни. Если человек на улице видит то, что кто-то курит и так далее, если он будет пресекать вот это вот все, даже в плане культуры эздела, которая у нас сейчас существует в республике, мы войнарский народ, у нас адаты, свои обычаи, традиции. И если вот перед старшими там некрасиво уже стоять и курить и так далее, если мы все вот это вот будем пресекать на горячие точки, как говорится, оно исчезнет. Доступность запрещенных веществ. Их сейчас беспрепятственно может приобрести даже школьник. Социальные сети кишат продавцами наркотиков. По статистике, каждый наркозависимый вовлекает вслед за собой до 4 человек. Об уголовной и административной ответственности за распространение и хранение наркотических средств рассказывает Мадина Дударова. В зависимости от тяжести преступления, соответственно, срок варьируется от 2 лет по легкости, если сильнодействующие вещества, до 15-20 лет. Соответственно, отяготяющие обстоятельства – это групповые преступления, и которые в особо крупном размере. На сегодняшний день, по итогам 9 месяцев, в республике уже изъято более 26 килограмм наркотических и сильнодействующих психотропных веществ. Встреча прошла в рамках второго этапа всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Это не просто беседа о важном, это напоминание о том, что вернуться к нормальной жизни наркоман сможет только если сам этого захочет. Амина Зязикова, Мовлад Гири Ахильгов, Магас 24.